Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Социум». В Кыргызстане реализуется проект Госкомитета информационных технологий и связи «Открытые данные». Он предлагает размещение на спецпортале информации госорганов. Открытые данные – это один из компонентов открытого правительства, создан для обеспечения заинтересованных граждан полным доступом к различным наборам данных. Более подробно о том, что сделано, мы поговорим с менеджером проекта «Открытые данные» Илиной Сакараевой. Она сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Илина. 14 декабря на Совете Безопасности была обсуждена национальная концепция, да? По цифровизации страны. И открытые данные – это часть этого проекта. Скажите, пожалуйста, что это за проект, какие у него цели и задачи? Проект «Открытые данные» является частью большого проекта Digital Kassa Кыргызская Республика, который сейчас проходит прохождение внутригосударственных процедур, ратификацию. Сам проект является тоже частью предпроектной фазы. Проект очень молодой и очень новый по отношению восприятия нашей страны. Финансируется он Всемирным банком, а исполнительным агентством данного проекта является Государственный комитет информационных технологий и связи. Скажите, пожалуйста, данные каких госорганов появятся в открытом доступе? В связи с тем, что данный проект у нас является 18-месячным на данном этапе и будет продолжаться дальше в рамках уже под зонтиком Digital Kassa 5-летнего проекта, в связи с сжатостью сроков этого срока реализации проекта «Открытые данные» мы сейчас подошли пилотно, и не все госорганы захвачены в этот процесс. Сегодня мы пилотируем 12 госорганов. Если их перечислить, это Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, образования, Национальный статистический комитет, таможня, налоговая, Фонд обязательного медицинского страхования, ГКПН, ГРЭС и иные госорганы. И знаю, известно, что этот проект реализуется буквально уже в течение года. Да. Была проделана большая работа, и вам есть сейчас поделиться с нами своими результатами. Да, на сегодняшний день мы уже достигли в сотрудничестве, как я ранее сказала, с 12 пилотными госорганами определенных результатов. К примеру, мы подписали уже практически со всеми госорганами меморандумы о взаимосотрудничестве, что предполагает открытость и транспарентность со стороны госорганов, о готовности раскрывать свои наборы данных, которые находятся в ведении этих госорганов. Кроме того, мы в течение месяца планируем уже запуск в тестовом режиме нашего портала открытых данных, где будут размещены данные этих 12 пилотных госорганов на первом этапе. Далее мы уже будем масштабировать данную работу и постараемся охватить уже все остальные госорганы, в том числе регионы, органы местных самоуправлений. Давайте разъясним нашим телезрителям, чем же отличается сайт каждого министерства от портала «Открытые данные». Уникальность нашего портала открытых данных является создание условий для граждан и пользователей единого источника, откуда будут черпать информацию пользователи. Сайты министерств, они также будут работать на местах, но говоря об этом, мы будем понимать, что пользователь он будет тратить много времени на точечные поиски. Портал открытых данных является таким единым окном, куда будут агрегированы, куда будут собраны все данные госорганов. Это очень удобно, и самое большое преимущество, что это будет бесплатный доступ и возможность для вторичного использования в машиночитаемом формате. Для продвинутых пользователей этот формат машиночитаемый, он является очень ценным. Мы тоже работаем с информацией, и мы знаем, что людям нужна свежая информация. Вот скажите, пожалуйста, на портале «Открытые данные» аккумулироваться будет какая информация, которая актуальна на сегодняшний день, или же будут создаваться архивы?
Нет, здесь получается мы делаем упор на то, чтобы первоисточники и самые свежие данные отображались на портале данных. Будет создана синхронизация, созданы протоколы взаимодействия от самого госоргана к порталу открытых данных. Соответственно, у пользователя будет прямой доступ к самим первоисточникам и свежим данным, нежели когда по каким-то квартальным или недельным месячным отчетам данные падают у нас в Национальный статистический комитет, где пользователи имеют доступ только к таким обобщенным агрегированным данным. Более чувствительные данные, как нам уже пользователи поясняют, им приходится уже на платной основе покупать эти данные. Но мы знаем, что в каждом ведомстве есть информация, которая может быть как открытой, так и закрытой. Ваш проект стремится к тому, чтобы госорганы были как можно более открыты, и, например, таможня, да, или там ГРС, Минздрав и Министерство образования показывали всю информацию как можно больше. Совершенно верно. Каждый госорган имеет внутреннюю политику реализации своей деятельности. Соответственно, мы сейчас, создав меморандум о взаимодействии с этими пилотными госорганами, мы полностью видим абсолютную поддержку в максимальной открытости и транспарентности наших госорганов. И к моменту запуска нашего портала наши госорганы уже внутри провели инвентаризацию своих данных и предоставили уже нашим экспертам списки, с которыми они могут уже поделиться сегодня с гражданами. Скажите, пожалуйста, для кого будут интересны особенно открытые данные, которые будут предоставлять министерства и ведомства? Спектр пользователей очень широкий, потому что открытые данные, они очень важны и полезны как для бизнеса, так и для самих госорганов, потому что идет межведомственное взаимодействие, для повышения качества предоставляемых государственных услуг по открытым данным. Также это очень важно для журналистов в сфере своей работы по дата-журналистике, что на сегодняшний день очень является таким модным трендом и новым веянием для студентов, для научной среды, для разработчиков, дизайнеров. В общем, абсолютно, мне кажется, это будет очень востребованная информация. Вы говорите, что портал «Открытые данные» появится в тестовом режиме уже буквально через месяц. В тестовом, это значит, широкие слои населения не смогут пользоваться пока этим порталом. Это будут только специалисты тестировать его и смотреть, да? Нет, почему? Портал будет абсолютно открыто запущен в тестовом режиме, доступ к нему будут иметь все, и мы будем собирать отзывы, где у нас есть моменты, которые подлежат доработке. И помимо этого мы еще сейчас ведем очень большую работу по проведению большого исследования, где мы определяем спрос на открытые данные среди различных сфер. Мы ждем этого события. Уважаемые Спасибо. телезрители, напоминаю, что мы беседовали с менеджером проекта «Открытые данные» Илиной Сакараевой. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.